Добрый вечер. В студии Валет Генаев. В эфире очередной выпуск информационного канала «Чечен-Инфо». Это программа для тех, кто не хочет потеряться в потоке информации. Концепция технология программы предусматривает максимально оперативное получение материалов новостных лент. Все это создает полноценную картину информационной недели Чеченской Республики. В один час уместились обзор событий минувшей недели, обзор сетевых ресурсов, история республики в зеркале времени и несколько сюжетов на тему прошедшей недели. Все это в течение часа здесь и сейчас. Цель программы – не нагнетание ситуации, а оперативное информирование, которое даст телезрителям возможность ориентироваться в информационном потоке. Итак, приятного просмотра. Сегодня в программе. Рамзан Кадыров отметил работу МВД по Чеченской Республике. Медработники пройдут экзамен на профпригодность. Национальный музей отметил свое 85-летие. Это и многое другое в нашем регулярном обзоре «Экспресс-Информ». На этой неделе в Чеченской Республике стартовал первый республиканский открытый интернет-конкурс «Золотой сайт Ченета-2009». Безусловно, проведение конкурса – новый шаг в популяризации чеченских ресурсов. О конкурсе и его задачах в рубрике «Дайджест-Инфо». На Урале будет издаваться чеченская газета. На юге стартует фестиваль региональных радиовещателей «Вместе радио». Команда чеченских борцов вольного стиля из Австрии заняла второе место в международном турнире. Обо всем об этом и не только в еженедельной рубрике «Ченет-Инфо». На этой неделе в Государственном театрально-концертном зале прошел благотворительный вечер «Простые истории». О вечере и героях простых человеческих историй в рубрике «Тема инфо». Забастовка грозненских железнодорожников, подписание печально известного Беловежского соглашения об образовании СНГ, всенародный референдум по внесению изменений в Конституцию Чеченской Республики, хронология памятных дат истории Чеченской Республики в рубрике «Хронограф». Рубрика «Жизнь замечательных людей» о жизни и судьбе Муслима Гайрбекова, человека с большой буквы, который соответствовал всем нравственным критериям, выработанным его народом. Рубрику «Экспресс-Инфо» отличает динамика подачи информации, острота событий и изящные приемы подачи материала. Это 10 минут полезной информации в 10 динамичных сюжетах о наиболее ярких событиях прошедшей недели. Рамзан Кадыров отметил работу МВД по Чеченской Республике. Медработники пройдут экзамен на профпригодность. Чеченские ветераны Великой Отечественной войны обеспечены жильем. Национальный музей отметил свое 85-летие. Это и многое другое в нашем регулярном обзоре «Экспресс-Инфо». Органами внутренних дел республики достигнуты хорошие результаты в борьбе с преступностью. Об этом на встрече с главой МВД по Чеченской Республике Русланом Алхановым заявил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По словам главы региона, главным достижением последних месяцев стало уничтожение сотрудниками силовых подразделений МВД десятков участников банд-групп на территории Чеченской Республики и Ингушетии. Тем не менее, президент отметил, что преследование и уничтожение террористов и экстремистов нельзя ослаблять ни на одну минуту, и работу в этом направлении необходимо вести все 24 часа в сутки. В свою очередь, Руслан Алханов доложил, что до конца года будут определены лучшие районные отделы внутренних дел и структурные подразделения органов правопорядка. Он также сообщил, что условия для эффективной работы созданы во всех подразделениях МВД. Здесь же министр проинформировал главу республики о проводящихся проверках в лечебных учреждениях Грозного. В Чеченской Республике усилят меры по снижению уровня безработицы. Об этом глава республики заявил в ходе совещания с главами министерств, ведомств республики, а также руководителями городских и районных администраций. Кадыров отметил, что несмотря на предпринимаемые меры по снижению напряженности на рынке труда, эта проблема до сих пор остается наиболее острой в республике. По его словам, решение данной проблемы требует комплексного подхода, а также совместной работы всех ветвей власти и поддержки со стороны федерального центра. В свою очередь, министр финансов республики Эли Исаев отметил, что на следующий год в бюджете программы поддержки и развития малого предпринимательства предусмотрено выделение 160 миллионов рублей, что на 20 миллионов рублей больше, чем в нынешнем году. По его словам, министерством уже разработан проект программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Чеченской Республики в 2010 году. Компенсацию за разрушенное в ходе боевых действий жилье до конца текущего года получат 2,500 тысяч заявителей. Об этом во время рабочей встречи с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым сообщил руководитель секретариата по компенсационным выплатам Султан Исаков.
По его словам, в прошлом году на компенсации было выделено 3,6 миллиардов рублей, и эти деньги были выплачены. В 2009 году мы получили такую же сумму. Эти средства тоже практически освоены. Был составлен единый протокол, в который вошли 22 730 человек. Оставшихся средств хватит на выплату компенсации 2500 человек. Исаков также отметил, что на следующий 2010 год в бюджете предусмотрено около 3 миллиардов рублей. В свою очередь Рамзан Кадыров подытожил, что компенсацию должны получить все, кому она полагается по закону. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров рекомендовал министру здравоохранения республики Шахиду Ахмадову в ближайшее время провести переаттестацию работников медучреждений на профпригодность. По его словам, при наборе новых руководителей предпочтение нужно отдавать молодым и инициативным специалистам, имеющим опыт работы. Он также отметил, что главным аргументом при назначении врачей на ответственные должности должен служить их профессионализм, а не рекомендации высокопоставленных чиновников. Как пример, глава республики поручил министру лично провести мониторинг работы станций скорой помощи и эффективности использования медицинской техники и ее соответствия современным требованиям. Рамзан Кадыров выразил недовольство работой руководства столичной станции скорой помощи. По его словам, в адрес этой службы от жителей часто поступают жалобы. Глава региона порекомендовал министру вывести за штат руководителей лечебных учреждений. На неделе двое ветеранов Великой Отечественной войны Александр Ибрагимов и Асламбек Эсмурзаев из рук президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова получили ключи от новых квартир. Как отметил во время вручения Рамзан Кадыров, их подвиг ни на минуту не был забыт. Глава республики подчеркнул, что забота о ветеранах, которые защитили родину от фашизма, это святой долг руководства республики. Оба ветерана получили квартиры в новостройках Октябрьского и Старопромысловского районов города Грозного. Таким образом, завершена программа улучшения жилищных условий всех ветеранов, проживающих в столице Чеченской Республики. В целом же в уходящем году республиканские власти решили жилищные проблемы 87 ветеранов войны. На последнем в нынешнем году заседании Кабинет министров Чеченской Республики принял более 20 проектов постановлений. Среди прочих, одобрил проект постановления о введении в школах республики учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Как отметил министр образования и науки Чеченской Республики Анзор Музаев, данный проект внесен в связи с тем, что республика в числе 19 субъектов России принимает участие в апробации комплексного одноименного учебного курса. Также правительством был принят проект постановления о государственном урегулировании в сфере охраны памятников истории, культуры и региона, который представил министр культуры Дикалу Музакаев. Здесь же утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 9 месяцев текущего года. По словам министра финансов Эли Исаев, в закон о республиканском бюджете на 2009 год дважды вносились изменения. В итоге сумма налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет составила около 2 миллиардов рублей. Одним из главных событий уходящей недели в Чеченской Республике стало празднование 85-летия Национального музея республики. Как отметил министр культуры Чеченской Республики Дикалу Музакаев, вместе с чеченским народом музей пережил все испытания военных лет. На торжественном вечере указом президента Чеченской Республики директору Национального музея Вахи Асталову была вручена медаль за заслуги перед Чеченской Республикой. В рамках торжества председатель Совета писателей Чеченской Республики Канта Ибрагимов и министр культуры Дикалу Музакаев передали в дар музею несколько новых экспонатов. Это персидский молитвенный ковер 15 века и кувшин для омовения и чаши 17 века. Все эти вещи принадлежат имаму Шамилю. Завершилась торжественная церемония большим праздничным концертом. Отмечим, что история Национального музея началась в 1924 году. До боевых действий его музейный фонд составлял около 230 тысяч единиц хранения. Сегодня единицы хранения фонда составляют 33 тысячи экспонатов. В Шелковском районе состоялось открытие сразу 2 музеев, носящих имена великих русских классиков. Так, в станице Старогладовская открылся литературно-этнографический музей Льва Толстого, а в селе Парабыч – литературный музей Михаила Лермонтова. Почетным гостем открытия стал директор Тульского музея Ясная Поляна, праправнук известного русского писателя Владимир Толстой. Отстроенное здание музея Толстого выдержано в традициях архитектуры XIX века. На открытии праправнук писателя отметил, что музей-усадьба Ясная Поляна передаст в подарок чеченским коллегам некоторые экспонаты, муляжи личного оружия писателя, его одежду, предметы мебели той эпохи. Ремонтно-реставрационные работы открывшегося 2-го музея имени Лермонтова были начаты весной 2009 года. Отреставрированная усадьба, ставшая музеем, была построена в 1760 году. Здесь представлены предметы того времени, а также эскизы рисунков самого Михаила Лермонтова. В
Чеченской Республике начата профилактическая операция «Елка», в рамках которой сотрудники МЧС и МВД Республики проводят совместные рейды по проверке мест продажи пиротехнической продукции и сертификатов соответствия. Как отмечают в МЧС, операция «Елка» проводится с целью профилактики пожаров во исполнение поручения Сергея Шойгу, который потребовал ужесточить контроль на торговых точках и местах хранения пиротехники после трагедии, прошедшей 5 декабря в Перми. Проводимая акция позволит предотвратить гибель и травмы людей, а также защитить от возгораний объекты, где будут проводиться массовые новогодние мероприятия. В МЧС также подчеркнули, что ведомством разработан комплекс мер, направленный на предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних праздников в регионе. Акция продлится до 15 января 2010 года. Ранее судимая уроженка селения Герменчук Шалинского района республики, представляясь работником пенсионного фонда, обманным путем под предлогом оформления пенсии для инвалидности совершила хищение у жителей республики на сумму свыше 1 миллиона рублей. Сама мошенница уже задержана. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159. Преступнице предъявлено обвинение в совершении мошенничества особо крупном размере. Пострадавшим от мошенницы стали жители города Грозного, Гудермес-Натеричного и Курчеловского районов республики. В отношении преступницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудниками предварительного следствия проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, пострадавших от действия мошенницы и соучастников преступления. Продолжаем выпуск. На этой неделе в Чеченской Республике стартовал первый республиканский открытый интернет-конкурс «Золотой сайт Ченета-2009». Несмотря на то, что конкурс был объявлен всего лишь несколько дней назад, он уже получил широкую известность и заинтересованность со стороны чеченских веб-мастеров. Так, на сегодняшний день заявки на участие в конкурсе уже подали более 40 интернет-ресурсов. Среди них как государственные, так и частные веб-ресурсы. Безусловно, проведение конкурса – это новый шаг в популяризации чеченских ресурсов, и потому мы надеемся, что в будущем чеченский сегмент сети интернет станет намного чище и привлекательнее. О конкурсе и его задачах в рубрике «Дайджест Инфо» рассказывает Магомед Нухаев. В начале недели в Чеченской Республике стартовал первый республиканский открытый интернет-конкурс «Золотой сайт Ченета-2009». Учредителями проекта выступило Министерство Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации, информационное агентство «Грозный информ» и интернет-портал chechnya-today.com. По словам организаторов, подобный конкурс в Чеченской Республике проводится впервые, и это отличный шанс заявить о себе всем веб-мастерам с пропиской в Ченете. Как сказано в положении конкурса, его основная цель – привлечение внимания государственных и общественных организаций, бизнес-сообществ по развитию сети интернет в Чеченской Республике, а также использование возможностей сети как реального и эффективного инструмента для профессиональной работы, отдыха, социально-экономических преобразований и повышения информационной культуры общества. Одной из заявленных задач конкурса является не только развитие информационных сетей и поиск новых стратегий, методов использования интернет, но и расширение зоны сотрудничества республиканских интернет-пользователей с чеченскими диаспорами. Именно с этой целью сетевиками проводятся сборы и систематизация информации о чеченских ресурсах и сервисах, расположенных на территории Чеченской Республики и за ее пределами. Более того, ставится задача познакомить чеченских веб-мастеров с профессиональным мнением коллег, экспертов, журналистов и обозревателей с чеченским сегментом сети и оценками их творчества, что в последующем может дать повышение привлекательности чеченской зоны сети для инвесторов и рекламодателей. Мы сегодня наблюдаем за тем, как активно растет количество разнообразных интернет-ресурсов, как растет количество пользователей, и как раз-таки организаторы пришли к выводу, что пришло время привлечь внимание к сайтам чеченского сегмента, повысить информационный уровень нашего общества и привлечь внимание к нашим сайтам, поскольку это очень важно. По словам руководителя оргкомитета конкурса министра Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации Шамсаила Саралиева, проведение конкурса будет способствовать развитию и популяризации чеченских информационных ресурсов, повышению привлекательности чеченского сегмента интернет для инвесторов, а также сыграет положительную роль в расширении сотрудничества между республикой и многочисленными чеченскими диаспорами. Последний пункт внесен в положение не случайно. Развитие всемирной паутины, интернет позволит человеку, находящемуся вдалеке от родины, постоянно быть на связи,
отслеживать политические и экономические изменения в Чеченской Республике. А конкурс по задумке организаторов позволит нашим соотечественникам повысить информационность о чеченском сегменте всемирной паутины и приобщиться к использованию чеченских интернет-ресурсов. Таким образом, они будут получать не искаженную информацию из третьих рук, а непосредственно из первоисточника, поддерживая связь с республикой. Более того, по мнению организаторов, конкурс может способствовать упорядочению чеченского сегмента в сети и налаживанию взаимообмена информацией. В свое время получению максимума информации о жизни республики в значительной мере поспособствовала инициатива президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова с выходом чеченской телерадиокомпании «Грозный» на спутниковое вещание. Теперь же, по-видимому, в Министерстве информации переходит на следующий уровень доступности информации из Чечни и уже в глобальной мировой паутине. Новости из первоисточника теперь можно смотреть, находясь практически на любом конце света и не только в режиме спутникового вещания. Чеченские диаспоры могут отслеживать культурную сторону развития в регионе, смотреть передачи о национальных традициях и обычаях чеченцев, о духовно-нравственном воспитании посредством сети интернет. Надеются организаторы и на то, что правильное и достоверное видео и оперативная информация из республики и о республике сможет решить и проблему духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и противостоять распространению во всемирной паутине идеологии ваххабизма и экстремизма. Эта задача также стоит перед чеченским обществом. Так, 17 июня текущего года президент Рамзан Кадыров с целью противодействия распространению идеологии ваххабизма через интернет и другие технологии поручил Центру духовно-нравственного воспитания и развития заняться подготовкой специалистов для разъяснительной работы с молодежью, потенциальными пользователями. По словам Кадырова, сегодня экстремизм и ваххабизм, учитывая, что до 80% молодежной аудитории пользуется интернет-ресурсами, распространяет свою заразу не через телеканалы или печатную прессу, а именно через интернет. Как бы там ни было, ясно, что интернет может стать не только неиссякаемым источником знаний, но и мощным средством информационной войны. Несмотря на то, что конкурс был объявлен всего несколько дней назад, он уже получил широкую известность и заинтересованность со стороны чеченских веб-мастеров. Так, на сегодняшний день заявки на участие в конкурсе уже подали более 40 интернет-ресурсов. Среди них как государственные, так и частные веб-сайты. Сам конкурс будет проходить в 6 номинациях: лучший веб-ресурс органа власти, лучший информационный интернет-проект, лучший развлекательный проект, лучший персональный сайт или блог, мультимедийный ресурс и дизайнерское решение интернет-проекта. По результатам всех 6 номинаций будет определен главный победитель конкурса, которому и будет вручен гран-при. Победителей ожидают многочисленные призы, подарки и дипломы. При подведении итогов будет учитываться и общественное мнение. Так, организаторами предусмотрено и народное голосование. Желающие проголосовать за тот или иной сайт могут это сделать уже сейчас. Более того, любой пользователь сети имеет возможность оставить свой комментарий к тому или иному проекту. Для этого достаточно зайти на специальную страничку chechnyagold.com. Информационными партнерами конкурса являются как республиканские электронные и печатные СМИ, так и интернет-портал ведущих экспертов и политиков России и стран СНГ Kreml.org. Прием конкурсных работ продлится до 1 февраля 2010 года, а торжественная церемония награждения победителей финала конкурса состоится в конце марта. Есть оргкомитет, специальный оргкомитет конкурса под председательством министра Чеченской Республики по внешним связям, национальной политики, печати и информации Шамсаила Саралиева, куда входят высококвалифицированные специалисты из этой отрасли, представители как самих организаторов конкурса, так и привлеченные со стороны, причем как из нашей республики, так и из федерального центра. То есть есть, например, шеф-редактор интернет-портала Kreml.org, которые также выступили и информационным партнером данного конкурса, что, естественно, не может нас не радовать.
Присутствует в конкурсе и идеологический момент. Так, главное требование к его участникам, чтобы ресурс относился к чеченскому сегменту сети интернет, не проповедовал экстремизм, религиозную, национальную или политическую нетерпимость и соответствовал духовно-нравственным нормам и принципам чеченского общества. Организаторами уже заявлено, что к участию в нем не допускаются сайты, которые проповедуют экстремизм, содержат публикации и высказывания, оскорбляющие чью-либо честь и достоинство. Во избежание этого его оргкомиссия систематически проводит анализ представленного веб-ресурса. К слову, этот анализ уже дает положительные результаты. Так, прежде чем принять заявку от нового участника, конкурсная комиссия изучает данный ресурс и в случае обнаружения каких-то моментов, противоречащих положению о конкурсе, помогает решать их. В другом случае подсказывает, как сделать сайт наиболее привлекательным для пользователей. Главный эффект, который удается достичь в итоге, это качественный ресурс с качественной и, главное, достоверной информацией. Несмотря на то, что прошло всего несколько дней, пользователи уже ощутили разницу до и после. Так, с момента объявления конкурса со многих сайтов исчезли материалы сомнительного содержания и качества. Кстати, именно с этими же целями ровно год назад Министерство Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации запустило свой интернет-проект «Чечня Today». Официальный ресурс тогда создавался специально в противовес всем недобросовестным веб-ресурсам, на которых размещались материалы низкопробного и сомнительного качества. Наряду с другими чеченскими интернет-ресурсами, данный сайт сегодня уже стал средством пропаганды сегодняшней действительности в Чеченской Республике. На нем транслируются новости местных телеканалов и видеоролики о жизни современной республики. Безусловно, что проведение конкурса – это новый шаг в популяризации чеченских ресурсов. При правильном обращении интернет может стать не только надежным инструментом общения и налаживания контактов, но и неиссякаемым источником знаний и важным условием формирования личности. А потому мы надеемся, что в будущем именно чеченский сегмент сети интернет станет намного чище и правильнее, и вне всякого сомнения этому может поспособствовать объявленный конкурс. Всесильный интернет о Чеченской Республике. Что говорят о Чеченской Республике на сетевых ресурсах? На прошедшей неделе говорили о том, что на Урале будет издаваться чеченская газета, что на юге стартует фестиваль региональных радиовещателей «Вместе радио», и что команда чеченских борцов вольного стиля из спортклуба «Воест», город Линза, Австрия, заняла второе место в международном турнире. Обо всем об этом и не только в еженедельной рубрике «Ченет-инфо». На чемпионате мира по пауэрлифтингу, который прошел в середине ноября сего года в городе Лас-Вегас, США, серебряную медаль в категории 110 кг завоевал чеченский атлет Майрбек Аслаханов, представлявший сборную команду Великобритании. Об этом сообщает ряд изданий чеченского сегмента сети интернет. Сообщается, что Майрбек Аслаханов в Уэльсе, небольшой стране, входящей в состав Великобритании, со своей семьей оказался в 2007 году. Все это время он усиленно тренировался и стал сильнейшим атлетом в своем роде Соединенного Королевства. Чеченская диаспора в Свердловской области в скором времени начнет издавать свою собственную газету. Об этом на неделе сообщил целый ряд электронных изданий. Так, по словам авторов публикации, проект получил название «Нохчалла». И первый выпуск газеты увидит свет уже в конце декабря текущего года. В выпусках «Нохчаллы», которая предположительно будет выходить раз в месяц, планируется освещать новости Свердловской области и Чеченской Республики. Будет в газете работать колонка юридической консультации. Автор материала сообщает, что тираж газеты составит 1000 экземпляров, и распространяться она будет среди местных библиотек и общественных учреждений. При этом отмечается, что часть тиража будет отправляться и в Чеченскую Республику. Как сообщают сетевые издания, автором и инициатором проекта выступил представитель президента Чеченской Республики в этом регионе Салаудин Мамаков. На этой неделе ряд электронных изданий сообщил о том, что в Чеченской Республике стартовал открытый республиканский интернет-конкурс «Золотой сайт Ченета-2009», учредителями которого выступили Министерство Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации, информационное агентство «Грозный информ» и интернет-портал «Чечня Today». По словам организаторов, это первое и беспрецедентное событие в интернет-пространстве Чеченской Республики и отличный шанс заявить о себе всем веб-страницам с пропиской в Ченете. Основная цель конкурса заявлена как повышение информационной культуры общества и популяризация информационных технологий. Информационными партнерами конкурса выступили как республиканские электронные и печатные СМИ, так и интернет-издания ведущих экспертов и политиков России и стран СНГ. Торжественная церемония награждения победителей состоится в Грозном в конце марта 2010 года.
В управе Красносельского района Центрального административного округа Москвы прошла встреча со студентами из Грозного. Об этом сообщает ряд сетевых изданий. Авторы публикаций разъясняют, что в рамках соглашения, заключенного между префектурой ЦАО и администрацией города Грозный Чеченской Республики, 10 студентов Грозненского государственного университета проходили недельную стажировку в Государственном психолого-педагогическом университете Москвы. Встречу делегации и культурную программу организовывала управа Красносельского района. По словам сетевиков, активное участие в разработке программы принял и молодежный совет при главе управы Красносельского района Москвы. Сообщается, что в ходе встречи с главой управы района Галиной Чупахиной чеченские студенты поделились впечатлениями о пребывании в Москве и поблагодарили за оказанный прием. В свою очередь, глава управы подарила студентам книги по истории Москвы, памятные сувениры и пригласила в гости на следующий год. Фонд независимого радиовещания и корпорация «Радио» объявляют о начале 3-го этапа 8-го фестиваля региональных радиовещателей «Вместе радио». Планируется, что фестиваль пройдет 29-31 января 2010 года в Ростове-на-Дону. К участию в этом туре приглашаются радиостанции Чеченской Республики, а также республик, краев и областей Северного Кавказа. Сообщается, что конкурс проводится в 5 номинациях: ежедневный информационный выпуск, ток-шоу, репортаж, тематическая программа и спецприз «Мультизвук». Сетевики сообщают, что принимаются программы, вышедшие в эфир в период с 9 февраля по 30 декабря 2009 года и соответствующие определенным критериям. Условием участия в конкурсе является размещение ролика фестиваля в эфире радиостанций участниц ежедневно не меньше 3 раз в сутки до окончания 3-го этапа фестиваля с 18 по 29 января 2010 года. И последнее. Работы на конкурс принимаются через интернет-систему приема файлов. Команда чеченских борцов вольного стиля из спортклуба «Войск» города Линза, Австрия, заняла 2-е место в международном турнире. Об этом сообщает сетевое издание «Шатой Чеченский спорт». По словам автора публикации, в городе Сатленд, в Верхней Австрии, ежегодно в декабре проходит международный школьный турнир. В этом году на турнир приехало 13 европейских команд. Как утверждает издание, среди участников турнира наиболее выделялась чеченская команда, которая демонстрировала техничную и красивую борьбу. По итогам соревнования 4 наших земляков стали чемпионами турнира. 2 бронзовыми призерами и 2 борцов заняли 4-е места. 3-е и 4-е места борцам из Линза достались в основном потому, что оказывались в одной весовой категории и боролись они между собой. В командном зачете дружина стала 2-й, уступив одной из команд, которая привезла полный состав, хотя по количеству завоеванных золотых медалей команда превзошла всех участников турнира. Интернет-сервис «Узнай свою задолженность», размещенный на сайте Управления Федеральной налоговой службы России по Чеченской Республике по адресу www.r20nalog.ru, обретает новое имя. Теперь он называется «Узнайте вашу задолженность». Об этом сообщает интернет-издание «Чеченская Республика сегодня». Они отмечают, ресурс расширяет функциональные границы до масштабов страны. Теперь чеченские налогоплательщики получат возможность самостоятельно контролировать состояние расчетов как с бюджетами республиканского уровня, так и с казной любого другого региона России. Напомним, раньше с помощью услуги «Узнай свою задолженность» посетители могли получить лишь сведения о неоплаченных налогах только в республиканские и местные бюджеты. Теперь же интернет-сервис стал значительно проще и существенно удобнее. Любой житель республики, желающий рассчитаться с государством, может отследить свои налоговые долги вне зависимости от места их накопления. Электронный ресурс Ростовской региональной общественной организации чеченцев и ингушей «Кавказ» сообщает о том, что в Донском государственном техническом университете состоялась встреча студентов ДГТУ, уроженцев Чеченской Республики и Республики Ингушетия, с заместителем руководителя представительства президента Чеченской Республики в Ростовской области Алишером Хаджаевым, представителем президента Республики Ингушетия в Ростовской области Магомедом Дарсиговым и председателем Ростовской региональной общественной организации чеченцев и ингушей «Кавказ» Юнусом Джамурзаевым. Сообщается, что встреча была посвящена проблемам межнационального мира, установления добрососедства и толерантных взаимоотношений между представителями различных национальных групп и конфессий. С приветственным словом к участникам и гостям встречи обратился и ректор ДГТУ профессор Бессарион Месхи. Как сообщает издание, в ходе встречи главы представительств вручили отличникам вуза благодарственные письма и денежные поощрения. Уроженец Веденского района Хаид Мантаев завоевал Кубок мира, став призером открытого Кубка мира по атама-карате, прошедшего накануне в городе Данбери, штата Коннектикут. Как сообщает ряд изданий, в чемпионате принимали участие представители более 15 стран мира, в том числе Российской Федерации, в частности Чеченской Республики. Сообщается, что спортсмен провел 4 боя с японцем, канадцем, поляком и американцем. 3 из них выиграл в первом же раунде.
Авторы публикации сообщают, что Мантаев в ходе третьего боя получил серьезную травму ноги, однако, несмотря на это, продолжил выступление, в результате которого и принес второе место Чеченской Республике. Хаят Мантаев начал заниматься карате еще со школьной скамьи. В настоящее время тренируется в спортивной школе «Кайман» города Москвы под руководством заслуженного тренера Российской Федерации Дмитрия Котовицкого. Замечательно, мы даже в Европе прославились в спортивном отношении, но и не только. Продолжаем выпуск. На этой неделе в Государственном театральном концертном зале прошел благотворительный вечер «Простые истории». Когда появилась идея проведения этого форума доброты и милосердия, авторы даже и не предполагали о том, какой резонанс вечер вызовет в республике. В ходе вечера чеченское общество в очередной раз продемонстрировало, что в горниле двух кровавых войн его сердце не ожесточилось и что оно способно сострадать. Впрочем, более подробно о вечере и героях простых человеческих историй в рубрике «Тема Инфо» расскажет один из ведущих этой программы Тагир Салаханов. Простые истории. Под этим названием 7 декабря в Государственном театрально-концертном зале прошел благотворительный вечер. Суть происходящего поначалу была не очень понятна. Два ведущих, статуэтка в виде стилизованного зеленого листочка, кружащаяся на экране. Но с первыми словами ведущих все стало на свои места. Сегодняшний вечер мы назвали «Простые истории». Хотя это настолько непростые, сложные судьбы, что порой, задавая себе вопрос, а смог ли бы ты вот так же с таким мужеством и достоинством пережить все это, не можешь найти однозначный ответ. И отдавая дань уважения, силе и стойкости духа каждого нашего героя, мы сегодня вручаем им наши памятные символы. Идея проведения подобного чествования принадлежит группе талантливых людей. Это сотрудницы Министерства внешних связей, национальной политики, печати и информации Малкан Белалова и Айна Вышигурова. Продюсер из Питера Тамара Кислицына. Народный артист Чеченской Республики Хошбауди Исраилов. Сотрудники Комитета правительства Чеченской Республики по делам молодежи Магомед Бесултанов и Элиса Исаева. Сразу же идея была поддержана председателем КПДМ Нуридом Бархаджиевым. Есть люди, которые должны и могут быть примером для общества, для молодых людей. Ведь есть такая русская пословица: «На миру и смерть красна». Да, совершить подвиг непросто, но его можно одним каким-то актом совершить. А есть люди, которые каждый день, каждую минуту совершают свой подвиг, преодолевая трудности. При этом не просят, не ропщут, не унижаются. Они самые богатые люди, это достойные люди. И вторая цель, вторая и главная цель, чтобы эти люди почувствовали, что они замечены, что они вызывают уважение, что общество их поддерживает. В тот вечер чествовали человеческую стойкость и присутствие духа. Все, кто стал героями вечера, люди нелегкой судьбы, на долю которых выпало немало испытаний. Но они с честью несут свой крест, не роняя собственного достоинства, не жалуясь и ни о чем не прося. Эта благотворительность была с их стороны. Эта благотворительность была для нас, не для них. Мы увидели, какими стойкими могут быть люди при разных жизненных ситуациях, с каким мужеством они себя, действительно с мужеством и достоинством несут. ويقاني سيلخلر بيلغويو وندالش شش ذا أبدر إل لكيب داتر إل كوك باتر إل شيء شعبوش ديناني شيخ بالت سبيش أردو شش بالهم أتو بيدي دولش أغو شش ومخكن كرين كنتي بوش ددي نميل دولا شش دبوك بيش بيل سيني ونوخشي چون لقر مخاد بوش تات معشان فول مش بوش حبوش كنتي بوش. Самое главное, творческая группа не ставила своей задачей что-то дарить своим героям. Главная задача была в том, чтобы воздать должное стойкости духа этих людей. Именно неувидаемую тягу к жизни символизировал почетный символ «зеленый листок». И знаете, что меня поразило? Вот эти люди, они, как вам сказать, в них было вот столько, знаете, внутреннего какого-то вот
чувство достоинства, собственного достоинства, что они, в общем-то, не нуждались в каком-то, знаете, милосердии или жалости. Иногда мне было как-то даже неловко говорить, вот мы пришли к вам, вот, чтобы снять фильм, чтобы вам помочь, и, в общем-то, как-то, ну, со всеми последствиями. Игроки команды футболистов-ампутантов «Ламан Аз», 88-летний ветеран войны и первый капитан грозненского футбольного клуба «Динамо» Юрий Погуляев, инвалид детства, художник Руслан Аюбов, семья погибшего милиционера Кюри Типсуева и больной детским церебральным параличом Рамзан Цугаев, изо всех сил стремящийся быть полезным обществу. Все они являли пример человеческого достоинства. Операторам, которые проводили фильм, Тамаре, фамилия забыла, огромное спасибо. Когда мы готовили эту программу, мы с Рамзаном довольно долго общались. И ни разу я не услышал, чтобы этот человек жаловался на судьбу или что-то просил. Что благодаря чему я проникся еще большим уважением к нему. Вспоминал свою молодость, которую я начал с 14 лет играть в футбол в команде «Спартак», затем «Динамо», сборной команды нашей республики. Честь Грозного защищал по футболу. Волейбола имеет звание чемпиона России. Тем не менее, находящиеся на вечере большие люди не остались беспристрастными к их судьбам. Министр труда и социального развития Магомед Ахмадов обещал помочь Юрию Погуляеву, а совершенно случайно оказавшиеся на вечере бизнесмены из Словакии вручили сертификат на 50 тысяч одному из инвалидов. Большое вам спасибо за тот вклад, который вы внесли в развитие нашей республики, за тот вклад, который вы действительно от души внесли. Спасибо вам большое. И я просто прям в совещание правительства приехал, я не успел с собой взять свой, от себя подарок. Я лично завтра приеду к вам домой и от нас, от нашего министерства вручу вам подарок отдельно. Хорошо. Сейчас, когда министр труда сказал, что он привезет домой к Юрию Павловичу подарок, Юрий Павлович, я на работе буду. Вот что значит сила характера. Конечно же, благотворительность Чеченской Республики не исключение, а скорее правило. Чего стоит только деятельность президента Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Каждому гражданину республики он относится как к собственному ребенку, а уж инвалиды или малоимущие у него на особом счету. Нынешнее же мероприятие отличалось тем, что здесь награждали уважением. На концерте за кулисами Ичбаахтар сондаж цаар цангер хума юурш баатуш на остал дуурш бааста цээр самудахкан сөкач дохкумаду далгерга нис умаду. А музыкальная программа того вечера была и вовсе уникальной. Специально к вечеру были подготовлены новые песни. «Даймохк» в исполнении Хейда Хамзатовой не что иное, как знаменитая песня аргонавтов из советского фильма «Золотое руно». Чеченские стихи на музыку, которые написал известный чеченский поэт Абдулхамид Хатуев. Причем в это время он ехал в поезде, и каждый новый куплет пересылал смс-ками. Тамара Адамова разрешила сыграть композицию на гитаре на тему своей известной песни «Нана», а уже юмористический номер исполнения Хошбауди Исраилова и неувядающей Раисы Гичаевой зал наградил овацией.
Когда эта идея только задумывалась, авторы не могли и предполагать о том, какой резонанс она вызовет. После вечера в ГТКЗ к ним поступает шквал звонков с благодарностями и просьбой продолжить благородное начинание. Наверное, так оно и будет. Следует отметить, что успешной реализации идеи приложили руку как Комитет правительства по делам молодежи, так и ЧГТРК Грозный, обеспечивавший информационную поддержку, ГТКЗ, совершенно безвозмездно выделивший зал, и магазин «Ламберти», который предоставил не только стиль ведущих, но и отдел заслуженного ветерана Юрия Погуляева, чей самый новый костюм как раз правил свое 40-летие. ملكان شجايات بار دوق تليفون شات بار دي ريش خلشون دي بوق دوق خز كيتر خلدوي اسم بيرداش وش خلايات خز حدوق ويش دوق حش ويل حش دوي بعد بيلخوش отцол передачи Массар Баркал Оршту. Ко мне вчера пришла учительница и попросила ролики. Она говорит, я вот готовлю специальный урок, хочу воспитать наших детей, чтобы они были толерантными, видели горе людей, помогали им. И взяла у меня данные ролики, которые были показаны на мероприятии. Мне очень было приятно, что люди заинтересовались, они думают друг о друге. Иногда складывается впечатление, что человек думает только о себе. Вот данное мероприятие показало, что люди иногда думают и о других. Истории очень необычные. Необычных людях, необычной судьбе. И я бы очень хотела вот пожелать и ГТРК, и комитету вот продолжать вот эту вот работу, не оставлять ее. Это очень благородное, в общем-то, дело, вот рассказывать о людях, ведь им нужно только внимание. Внимание, внимание, а ведь это дефицит, огромный дефицит в наше время. Что ж, новый почин сделан. Почин благородный и бескорыстный. Достойного людей узнала вся республика. А народ Чеченской республики в очередной раз продемонстрировал, что их сердца не ожесточились, горнили двух кровавых войн, и они еще способны сострадать в чужой беде. А значит, все у нас будет хорошо. Их не озлобила собственная боль. Они не прибегли к помощи наркотиков или алкоголя. Отторжение какой-то части общества не сделало их врагами общества, и они не поторопились уйти в невооруженные формирования или куда-либо еще. Пусть их пример жизни станет для вас путеводным во многом. Берите с них пример. История Чеченской Республики в зеркале времени. Обзор ключевых событий чеченской истории июля в нашей истории. На этой неделе в обзор вошли забастовка грузинских железнодорожников, гибель шейха Дени Арсанова, подписание печально известного Беловежского соглашения об образовании СНГ и всенародный референдум по внесению изменений в Конституцию Чеченской Республики. Итак, хронология памятных дат истории Чеченской Республики, возвращенные из небытия. В декабре 1812 года Наполеон и его армия отступают из России. В боях за Отечество принимает участие и чеченец по происхождению, тогда еще ротмистр Александр Чеченский. Так, на Бородинском поле полк Чеченского участвует в кавалерийских атаках в составе корпуса атамана Платова. Будущий генерал принимал участие и в знаменитых рейдах Дениса Давыдова по тылам противника. В ходе партизанских боев он проявляет незаурядную храбрость. С августа по декабрь 1812 года Чеченский со своим отрядом прошел с боями от Вязьмы до Польши. За взятие Гродно без кровопролития Чеченскому было присвоено звание майора. После взятия Парижа полковник Александр Чеченский в свите царя участвует в торжественном параде на Елисейских полях. Грудь полковника украшали серебряные медали за вступление в Париж и в память 1812 года. Позже за воинскую доблесть в ходе Отечественной войны Чеченский награждается орденом Анны с бриллиантами и очередным повышением в чине. 28 декабря 1825 года Ермолов назначил свой отъезд в станицу Черленую. Известный русский драматург и общественный деятель Грибоедов, который на тот момент находился в крепости Грозное, стал проситься в сопровождении генерала. Ермолов согласился, и на другое утро Грибоедов выступил в станицу с первым батальоном Ширванского полка и с 2 сотнями казаков при 2 конных казачьих орудиях. Следует отметить, что свое знакомство с Кавказом Грибоедов начал именно с нашего края и одним из первых писателей России посетил крепость Грозную.
С октября и до конца ноября 1819 года драматург находится в крепости, затем уезжает в Тегеран, где тоскует по родине, по Кавказу, который полюбил. Ермолов переводит его к себе на службу секретарем по иностранной части. Именно здесь, в Грозном, Грибоедов и был арестован 3 февраля 1826 года по подозрению сопричастности к декабрьским антиправительственным событиям. 6 декабря 1862 года великий князь Михаил Николаевич становится наместником Кавказа. При нем Кавказ жил той же жизнью, как и при его предшественниках, пользуясь лишь еще большим к себе вниманием. Современники в своих воспоминаниях рисуют князя человеком, лишенных особых способностей и дарований. Тем не менее, отмечается, что он был наделен недюжинным организаторским даром, способностью выбирать наиболее подходящих для решения текущих проблем людей и мудро направлять деятельность. Именно при его наместничестве окончилась изнурительная кровопролитная почти вековая Кавказская война. Великий князь Михаил Николаевич провозгласил окончание Кавказской войны в 1864 году. В том же году Александр II издал манифест о награждении за окончание Кавказской войны великого князя Михаила орденом Святого Георгия второй степени. Михаил Николаевич оставался наместником Кавказа вплоть до 1881 года. В декабре 1905 года в России в рамках Октябрьской всероссийской политической стычки была объявлена Всероссийская железнодорожная политическая забастовка. 8 декабря этого года к ней же присоединяются и железнодорожники Владикавказской железной дороги. В тот же день на станции Грозный состоялось собрание, которое вынесло решение о присоединении к политической акции. 13 декабря силами казачества был организован антизабастовочный поход на станции Гудермес и Грозный, который, как считается, и разгромил ее. Однако политическая акция продлилась до конца декабря, пока 25 декабря не было принято решение стачечного комитета ее прекратить и приступить к работе. В июне 1960 года в Грозном прошел суд, на котором выездная сессия Тифлисской судебной палаты предъявила 18 участникам забастовки обвинения в организации вооруженного восстания и осудила их к различным срокам заключения. В начале декабря 1917 года в Грозный направляется Моздокский казачий полк, который заменил отправленные на Ставрополье войска, которые стояли в Грозном. Спустя некоторое время жители селения Алды и грозненскими станичниками, которые были поддержаны нижними чинами полка, вспыхнули разногласия, которые начались с земельных споров, переросли в вооруженное противостояние. Для предотвращения стычек между алдынцами и казаками, которые грозили перерасти в масштабные столкновения, в станицу Грозненскую для переговоров с руководителями меньшевистско-эсеровского совета рабочих и военных депутатов Грозненского района Богдановым и Полюховым направилась чеченская делегация во главе с шейхом Дени Арсановым. Казаки пропустили безоружных чеченцев в станицу, однако недалеко от станичного совета они подверглись нападению, в результате которого погибли сам шейх и 35 сопровождающих его мюридов. В ответ на убийство шейха и его мюридов чеченцы захватили и сожгли станицу Кухановскую. В декабре 1923 года Юго-Восточное бюро ЦК РКПБ снял с должности секретаря чеченского оргбюро РКПБ чеченского просветителя Таштемира Эльдерханова. На его место назначен нечеченец Магомед Инеев. Таштемир Эльдерханов, чеченский просветитель и депутат, родился 1 апреля 1870 года в селе Гихи, в семье крестьянина-середняка. В 1906 году он избирается депутатом Первой Государственной Думы России. Государственный масштаб мышления Эльдерханова заметен и в его выступлениях на сессиях Второй Государственной Думы. После распуска Думы Таштемир Эльдерханов вплоть до февральской революции 1917 года работает в Баку в области просвещения. После окончания гражданской войны он избирается председателем Ревкома, затем и председателем Чеченского областного исполкома. Эльдерханов работал также председателем Национального совета в Краевом исполкоме Ростова-на-Дону. В 1929 году в Чечне он занимает ответственный пост в Грознефти. Умер в 1934 году. 5 декабря 1936 года 8-й чрезвычайный съезд Советов СССР принял новую так называемую Сталинскую Конституцию СССР, по которой Чечено-Ингушская автономная область преобразовалась в Чечено-Ингушскую автономную Советскую Социалистическую Республику ЧССР. Чуть ранее, 15 января 1934 года, Чечня и Ингушетия были объединены в Чечено-Ингушскую автономную область и выделены из состава Горской автономной Советской Социалистической Республики.
Чечено-Ингушская автономная Советская Социалистическая Республика просуществовала вплоть до депортации чеченцев-ингушей в Среднюю Азию в феврале 1944 года. ЧССР была восстановлена уже после смерти вождя всех времен и народов Иосифа Сталина и политической реабилитации этих народов в конце 50-х годов. 13 декабря 1955 года вышел указ Президиума ВС СССР о снятии ограничений с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении. Этот указ взбудоражил остальных спецпереселенцев. Крымские татары, калмыки, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы и другие буквально атаковали местные власти, МВД, прокуратуры вопросами о том, когда выйдет такой же указ и в отношении этих народов. Указ о снятии чеченцев с учета спецпоселений Президиум Верховного Совета СССР принял лишь 16 июля 1956 года и при этом установил, что снятие с учета не влечет за собой возвращение имущества, конфискованного при выселении. В 1957 году Чечено-Ингушская ССР была восстановлена. После 13 лет ссылки войнахи устремились на родину. Однако процесс их возвращения и восстановления республики протекали болезненно. Реабилитация носила половинчатый характер. 8 декабря 1991 года Беловежской пущей руководителями РСФСР, Беларуси и Украины подписано соглашение, которое констатировали прекращение существования Союза Советских Социалистических Республик как субъекта международного права и декларировали образование Содружества независимых государств СНГ. После подписания Беловежского и денонсации 12 декабря 1991 года договора об образовании СССР Российская Федерация стала его правопреемником и независимым субъектом международного права. С конца 1991 года в ходе распада СССР в Москве, как и в столице бывших союзных республик, были слишком заняты поспешным разделом союзного имущества, чтобы уделять должное внимание событиям на собственных окраинах. Эти и последующие события самым прямым образом оказались на дальнейшем общественно-политической жизни Чеченской Республики, в которой буквально через 3 года, в декабре 1994 года, вспыхнул вооруженный конфликт. 2 декабря 2007 года в Чеченской Республике прошел всенародный референдум по внесению изменений в Конституцию Республики. В ходе референдума жители республики ответили на 2 вопроса. Принимают ли они предлагаемые поправки и пересмотр отдельных статей Конституции Чеченской Республики, а также согласны ли признать недействующим закон Чеченской Республики о выборах парламента, принятый на всенародном референдуме 23 марта 2003 года. Поправки касались также срока полномочий президента и парламента, которые в предлагаемой редакции увеличились на 1 год с 4 до 5, а также избрание однопалатного парламента. В целом же изменения и поправки в Конституцию коснулись более чем 50 статей. Самым главным изменением в предлагаемых поправках являлось то, что в последующем давалось право вносить любые коррективы в основной закон республиканскому парламенту. Он ушел из жизни в 1971 году в возрасте 57 лет. Уникальная личность, государственный деятель, человек с большой буквы, который соответствовал всем нравственным критериям, выработанным его народом. Таким он и запомнился его современникам. Живая память народа воздвигла ему памятник, над которым не властно время. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о жизни и судьбе Муслима Гаербекова. Неоценим его вклады в развитие образования, культуры Чеченской Республики, но важнее всего было то, что он был общественным деятелем, причем таким, который заслужил о себе память как отец народа. В истории Чечни нельзя не отметить 2 типа лидеров. Одни призывали народ к оружию, другие стремились уберечь его от бед и потрясений. В далеком прошлом лидерами 2-го типа были Бибулат Таймиев и Кунт Хаджи Кишиев. Таким же лидером в свое время был и Муслим Гаербеков. Уникальная личность, государственный деятель, человек с большой буквы, который соответствовал всем нравственным критериям, выработанным его народом. Таким помнят его современники. А живая память народа воздвигла ему памятник, над которым не властно время. Родился Муслим Гаербеков в декабре 1913 года между селами Кулары и Валерик под грушевым деревом, которое считается у чеченцев священным. Трудности начались еще в раннем детстве. В 8 лет он стал полусиротой. С ранних лет у Муслима проявилась тяга к знаниям. В его родном селе Валерик школы не было. Он учился в соседнем Серноводске. Каждый день пешком ходил на занятия. Чтобы обувь не износилась, всю долгую дорогу шел босиком. Обувался лишь дойдя до школы. Поступить на рабфак было его заветной мечтой, но в это учебное заведение принимали лишь с 15 лет.
тогда Муслим сделал себе в сельсовете справку, приписав недостающие 2 года. Отсюда и разночтение в его возрасте. Официально в документах у него значится годом рождения 1911. Несмотря на то, что он был младше своих одноклассников, учился Муслим лучше всех. Неудивительно, что сразу же по окончании рабфака его оставили в качестве преподавателя, а в 21 год, на самом деле 19, Гайрбеков становится директором рабфака. С тех пор для молодого человека началась ответственная и не по летам работа. Вскоре Гайрбекова назначают на должность наркома просвещения. Приступив к этой должности, он понимал, что надо создавать новую интеллигенцию, ряды которой заметно поредели в результате массовых репрессий. Он знал, что это не делается одним днем. Благодаря его настойчивым просьбам из Центра по распределению в чечено-ингушские села стали присылать учителей. В Чечено-ингушском пединституте стали появляться первые студенты из числа чеченцев-ингушей. Наиболее способных молодых людей стали посылать в престижные столичные вузы. Именно благодаря его усилиям был проведен набор в первую чечено-ингушскую театральную студию для обучения в ГИТИСе имени Луначарского в Москве. Но всем этим планам и начинаниям положила конец война. Гайрбеков в это время занимал пост заместителя председателя Совета народных комиссаров Чечено-Ингушской АССР. Он подает в военкомат заявление с просьбой отправить его на фронт. Его назначают комиссаром Чечено-Ингушской Кавказской дивизии, но до фронта дело не дошло. Гайрбекова срочно отзывают в Грозный, считая, что больше пользы он принесет на должности второго секретаря обкома. Пришлось подчиниться партийной дисциплине, которая в условиях военного времени была строгой. 1944 год, год депортации чеченцев, начал новый этап в общественной деятельности Гайрбекова. В то время он находился на учебе в Москве. О депортации Муслим узнал из газет и сразу же пошел на прием к Маленкову, к которому у него был единственный вопрос, который он и задал, сдерживая гнев: «За что выслали мой народ?». Но мог ли понять партийный чинуша, что перед ним не преданный сын партии, а прежде всего сын своего народа? Не мог и потому ответил: «Лично к вам у нас претензий нет. Можете продолжать учебу и жить с семьей в Москве. Я поеду туда, где мой народ, и буду с ним», — ответил Муслим и уехал в Среднюю Азию. В первые же дни своего пребывания на чужой земле он делал все, что было в его силах, чтобы хоть как-то облегчить участь своих соотечественников. Он всегда подчеркивал: «Нас мало, и мы должны дорожить друг другом». Муслим понимал, что только сплоченность поможет войнахам, разбросанным по разным уголкам Казахстана и Киргизии, пережить эти тяжелые времена и сохранить свой генофонд. В Казахстане ему доверяют разные должности. Сначала инструктор Кустанайского обкома партии, заведующий орготделом Калининского райкома партии, затем инструктор отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС Казахстана. И здесь, взлетев на высокую должность, он не забывал о своих земляках. Напротив, использовал служебное положение для того, чтобы помогать своим соотечественникам. Вокруг него сплотилась чечено-ингушская интеллигенция. К нему после освобождения из мест заключения в Алмату приезжала делегация: Хаси Бахаев, Магомед Мамакаев, Хасан Мехтиев, Халид Ашаев, Ахмат Висаитов. Весь цвет чеченской и ингушской интеллигенции, вернее, то, что от него осталось после жестоких сталинских репрессий. Вспоминали прошлое, говорили о проблемах настоящих и, конечно же, мечтали о будущем. Будущем, которое не представлялось без родных гор. В 1953 году умер Сталин. Со смертью тирана в душах войнахов появилась надежда на скорое возвращение на родину. От представителей чечено-ингушской интеллигенции посыпались письма в разные инстанции с просьбой рассмотреть вопрос о реабилитации народа и возвращении его на историческую родину. Власти отвечали на эти призывы глубоким молчанием. Тем не менее, оттепель уже появилась. Благодаря настойчивым усилиям Гайрбекова в начале 1955 года Москва дала добро на выпуск газеты «Знамя труда» на чеченском языке. А чуть позже люди, припав к радиоприемникам, слушали родную речь и чеченские ингушские мелодии, которые передавало казахское радио. Раз ансамбль дает концерты, начала выходить газета, и по радио разрешили говорить на родном языке, значит, скоро поедем домой, радовались старики. Вскоре некоторых бывших руководителей Чечено-Ингушетии, в том числе и Гайрбекова, вызывают в Москву. На повестку дня стал вопрос о восстановлении автономии чеченцев и ингушей. Спустя некоторое время состоялся исторический 20-й съезд КПСС, на котором рассматривался вопрос о репрессированных народах.
Руководство КПСС настаивало на создании автономии чеченцев-ингушей на территории Казахстана. Гайрбеков решительно выступал против такого варианта решения вопроса. Мало кому известно о том, что именно благодаря его жесткой и бескомпромиссной позиции на съезде и было позже принято решение о восстановлении автономии на исторической родине. По возвращению в Чечено-Ингушетию Гайрбекова назначают председателем комитета по восстановлению автономии. Можно сказать без преувеличения, что своим быстрым и успешным восстановлением республика обязана тому, что председателем оргкомитета по восстановлению Чечено-Ингушской АССР в 1956 году, а затем и председателем Совета министров республики был именно Муслим Гайрбеков. На его долю пришелся самый тяжелый период восстановления республики. В мировой истории не было случая, когда народ спустя 13 лет возвращался на свою территорию и вынужден был все начинать заново, восстанавливать дома, экономику, культуру. 300 тысяч возвращенцев, 300 тысяч проблем. Каждого надо было обеспечить жильем, работой. Измученные 13-летней ссылкой люди возвращались к родным очагам, разграбленным, разрушенным, а порой и оскверненным. Восстановление справедливости тоже происходило на фоне яростного сопротивления явных и тайных сталинистов, которые все еще держали в структурах власти. Так, секретарь обкома КПСС Яковлев открыто заявлял о том, что восстановление государственности чеченцев-ингушей является политической ошибкой и пытался всячески противодействовать этому процессу. Гайрбеков не успокоился, пока не добился от Москвы снятия этого человека с должности секретаря обкома КПСС. Мало кто знает о том, что крупнейшие заводы, фабрики, больницы, школы, театры, аэропорт, цирк, построенный в республике, это плод невероятных усилий Муслима Гайрбекова. Положив в портфель бутылку кефира и булочку, чтобы где-нибудь наспех перекусить, он обивал пороги Совета министров СССР, чтобы получить разрешение и кредиты на строительство в республике жизненно важных объектов. Занимаясь насущными проблемами, он не забывал и о духовном возрождении народа. Он говорил, что нефть, добываемая в республике, и зерно, выращиваемое на ее полях, уходят, а культура и искусство народа остаются навсегда. Он был убежден, что образование и культура – это два светлых маяка, которые могут привести нацию к процветанию. Именно при нем в Грозном появились новые высшие и средние учебные заведения – театры, музеи, филармония и музыкальные школы. О простоте и доступности примера в народе ходили легенды. Каждое утро он ходил на работу пешком по проспекту Революции и безо всякой охраны. Зная это, люди караулили его чуть ли не на каждом углу, чтобы поведать о своих проблемах, и всегда встречались со стороны примера понимание и поддержку. Он ушел из жизни в 1971 году в возрасте 57 лет. Сколько он еще успел бы сделать для своего народа, которому служил верой и правдой, отдавая все свои силы, любовь и преданность и ничего не требуя взамен. В день его смерти, казалось, плакала сама природа. Плакала вместе с народом, которого потрясла смерть Муслима. Несмотря на проливной дождь, со всех концов республики нескончаемым потоком шли люди, чтобы проститься со своим кумиром. Кумиром, который многое сделал для республики в период ее становления. Неоценим его вклад и в развитие образования, культуры Чечни, но важнее всего то, что он был общественным деятелем, причем таким, который заслужил о себе память как отец народа. Ну что ж, а у нас на этом все. С вами был Валет Гинаев. Мы встретимся с вами ровно через неделю. До свидания.